Глава администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в работе заседания Сухумского городского собрания. На него были приглашены представители УВД столицы, которые доложили о криминогенной ситуации. Они проинформировали, что в период курортного сезона все сотрудники задействованы для обеспечения общественного порядка и безопасности в столице. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, усилены рейдовые мероприятия. За 6 месяцев сотрудниками управления внутренних дел по городу Сухум у нас было преступление 113, из них 97 раскрыто, что составляет 88%. А в прошлом году за аналогичное время 115 было, из них там 89 раскрыто, что составляло 77%. По утвержденному начальником УВД графику, на всем протяжении берега Скилосурского моста по улице Бзыбское шоссе дежурят сотрудники УВД. Им помогают курсанты школы милиции. В патрулировании набережной столицы задействовано 24 сотрудника. Кроме того, по Сухуму задействовано 12 экипажей, в том числе 7 патрульных машин. Для профилактики правонарушений ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, на которых присутствуют заместители начальника УВД. Помимо основной своей работы, сотрудники УВД участвуют в рейдовых мероприятиях по выявлению незаконного подключения майнинг-аппаратов. Сотрудники УВД также вместе с другими службами контролируют соблюдение гражданами в общественном транспорте правил санитарной безопасности. В связи с усложнением эпидемситуации работы у них прибавится. Я просил его усилить работу, потому что все равно нарушителей у нас много. Персональная ответственность будет и у начальника троллейбусного нашего управления и автотранспортного предприятия. Они предупреждены. Они не могут, конечно, выезжая, одеть маску, потом в город их сложно контролировать. Наш департамент транспорта периодически участвует совместно с ГАИ в рейдовых мероприятиях. Вот таким образом по этой части. Депутаты интересовались статистикой преступлений, особенно в отношении тех туристов, кто приезжает в Абхазию на своих автомобилях. В прошлые годы нередки были случаи, когда били стекла автомобилей и похищали имущество отдыхающих. Представители УВД отметили, что в этом году в Сухуми не было зарегистрировано ни одного такого факта. Было отмечено, что в этом свою роль сыграли и камеры видеонаблюдения. Их в городе становится все больше. В планах администрации Сухума реализовать программу «Безопасный город». Это большая программа, она обсуждалась 2 раза на Кабмине, 1 раз в администрации, есть наработки. Мы ждем, в прошлом году у нас сорвалось подписание с правительством Москвы из-за пандемии. Они нам окажут содействие в том, чтобы мы эту программу «Безопасный город» смогли реализовать в городе Сухум. Депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели письмо главы администрации Сухума об установлении мемориальной доски на фасаде дома, где жили видные абхазские ученые, первый доктор наук среди абхазских женщин Лидия Платоновна Чкадуа и член Союза писателей СССР, общественный деятель Платон Семенович Чкадуа. В целях увековечения памяти ученых в администрацию города с ходатайством об установке мемориальной доски обратился директор Абиги Арда Ашуба. Депутаты Горсобрания единогласно проголосовали за установление мемориальной доски в доме по улице Айтгалера, 32, в котором жили известные ученые. Далее депутаты заслушали отчет начальника управления здравоохранения администрации Сухума Ирмы Вуба. Она проинформировала о работе управления, основной акцент был сделан на ситуации с коронавирусом. Расходы управления в связи с пандемией растут. За полгода на покупку кислорода и его доставку в инфекционную больницу было направлено 1 800 000 рублей. На питание пациентов в больнице около 2 миллионов рублей. На ковид очень уходит большая сумма на лечение одного человека. Это не только артлегия, актемра. Помимо этого у нас идут антикоагулянты, которые разжижающие кровь. Ирма Вуба также напомнила, что администрация города отремонтировала лабораторию при больнице, одно крыло инфекционной больницы и реанимационное отделение, которое оснащено необходимым оборудованием. Доктора и медицинский персонал, работающие с ковид-больными, получают доплаты администрации города. Ирма Вуба также отметила, что очень много людей хотят вакцинироваться. На вакцинацию записываются организациями. Провакцинировано по этим трем ЛПУ 2356 человек по первому компоненту, по второму компоненту провакцинировано 1253 человека. Очень, кстати, много людей хотят уже вакцинироваться и даже записываются прям организациями. В завершении заседания обсудили план празднования Дня города Сухум, которое намечено на 3 июля. Беслан Эшба отметил, что ситуация с ковидом резко ухудшилась, и потому не будет массовых мероприятий в закрытых помещениях.
В закрытых помещениях ничего не предполагается проводить, каких-либо мероприятий. Все-таки это некая круглая дата, да? Вот эта пятилетка после празднования 2500 лет, получается 2505 лет. Хотелось бы тоже отфиксировать, чтобы это осталось в истории. Беслан Ишба рассказал о том, что на празднование Дня города приедут представители городов-побратимов Сухума. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум.